Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Эски-Крым, Старый Крым. Город, само имя которого напоминает нам о его древности, имеет уникальную историческую судьбу. Эта бывшая золотоордынская столица Крыма пережила столь стремительный взлет и столь глубокий упадок, как, пожалуй, ни один другой из крымских городов. Когда-то Эски-Крым входил в число самых крупных и богатых поселений на полуострове. Путешественники, побывавшие здесь в далеком прошлом, единодушно восхищались его былым великолепием. Но уже 300-400 лет назад они отмечали, что большая часть его величественных сооружений лежит в руинах. Сильно пострадав во времена ордынских усобиц, Эски-Крым уступил первенство Бахчисараю и уже больше не возрождался в своей прежней роскоши. Однако память о днях его былой славы навсегда запечатлелась в уцелевших здесь исторических памятниках. Самым знаменитым и впечатляющим среди старокрымских памятников является, безусловно, мечеть Узбек-хана. Сегодня к ней привлечено особенное внимание, ведь постройка этого здания относится к 1314 году, и, стало быть, в нынешнем году мечети исполняется ровно 700 лет. Это самое старое из сохранившихся мусульманских культовых зданий на всем Крымском полуострове. В сравнении с изысканной мечетью Ходжи Синана в Гизлеве или расписную Хан-Джами в Бахчисарайском дворце, старокрымская мечеть выглядит гораздо проще и строже, но ее красота раскрывается в деталях. Вход в здание обрамлен каменным порталом. На нем, под серыми пятнами лишайника, проявляется тонкая резьба. Сложный узор из переплетения стеблей, листьев и цветов, похожих на степные лилии. Узор на резных капителях полуколонн как будто перетекает в буквы арабской каллиграфической надписи. Согласно переводу крымско-татарского исследователя Османа Акчохраклы, надпись говорит о постройке этой мечети в 1314 году в правлении ордынского хана Мухаммеда Узбека и при участии некоего Абдуль-Азиза, который мог быть либо жертвователем средств, либо архитектором. Внутри помещение разделено колоннами и освещено несколькими небольшими окнами под потолком. Свет здесь приглушенный, что создает особое торжественное настроение. В южной стене каменный михраб. В отличие от портала, он покрыт современной цветной раскраской, что, впрочем, помогает четче различить резной узор на нем и арабскую надпись с трехкратным повторением шахады. Но вернемся ко входу, над которым начертано имя хана Узбека. Время его правления с 1313 по 1341 годы по праву считается эпохой наивысшего культурного и экономического расцвета Золотой Орды.
Узбек-хан вошел в историю прежде всего благодаря тому, что объявил ислам государственной религией своей державы. Вот как вспоминал о хане Узбеке средневековый египетский историк и географ Бадреддин Аль-Айни. Он был человек храбрый и отважный, религиозный и набожный, почитал правоведов, любил ученых, слушался их советов, доверял им, был милостив к ним, посещал шейхов и оказывал им добро. Именно при Узбеке по всей огромной Ордынской империи стали во множестве возводиться прекрасные культовые постройки. Не стало исключением и столица Ордынского Крыма. Здесь, вдобавок к уже существовавшим мечетям, в правлении Узбек-хана тоже появилась новая большая мечеть, а вслед за ней и школа служителей культа – медресе. Эти карнизы рядом со ступенями не так давно раскопаны археологами и накрытые ныне металлическими каркасами для защиты от непогоды, когда-то служили основами для грандиозного сооружения. Это был высокий 12-метровый портал при входе в медресе. Полуразрушенный, но еще не рухнувший окончательно, он успел попасть на зарисовки художников XVIII века. Надпись на каменной плите над входом указывала, что это медресе было выстроено в 1332 году по приказанию знатной дамы по имени Инджи Бек Хатун. Эта женщина была супругой ханского наместника в Крыму, и это медресе, очевидно, было возведено на ее богатые пожертвования. Ступени вели через портал во внутренний дворик большого здания. Сейчас на его месте сплошные развалины, и по беспорядочным грудам камней, конечно, очень трудно представить контуры былой постройки, но приблизительное представление о возможном ее облике может, пожалуй, дать медресе XIII века под названием Буруджие в турецком городе Сивас. Оно было построено по схожему плану и, в отличие от старокрымского, прекрасно сохранилось. Тем не менее, кое-какие детали можно различить и среди руин. Снаружи здание медресе, как и в Сивасе, было окружено глухими стенами с узкими окошками. В центре вымощенного каменными плитами внутреннего двора под открытым небом располагался небольшой бассейн с фонтаном. А по 4 стороны от него стояли крытые галереи с колоннами и входами в жилые комнаты. Таких комнат, практически одинаковых, с дверью, окошком и нишей в стене, здесь насчитывается 14. Они служили жилищем для учащихся. Для каждого из них медресе становилась домом на несколько лет, пока преподаватели знакомили их с типичным для всего средневекового Востока перечнем наук: арабский язык, изучение Корана, мусульманское право, арифметика, астрономия и прочее. Образование, полученное в медресе, позволяло выпускнику стать и настоятелем мечети, и судьей, и высокопоставленным служащим при дворе хана или его наместника. Просторные залы с обрушенными полукруглыми сводами – это помещения для занятий. Руины 2 таких открытых залов видны с северной и южной стороны двора. А у западной стены медресе несколько помещений поменьше. Полагают, что это были закрытые залы для занятий в зимнее время. Навес прикрывает свежий археологический раскоп на еще одном примечательном объекте. Изначально здесь тоже располагался теплый зимний зал, но затем помещение переделали под мавзолей учредительницы медресе. Там, внутри, спустя почти 40 лет после основания медресе, была похоронена Инджи Бек Хатун. Ее мраморный памятник стоял внутри на постаменте из дерева и поливных плиток бирюзового цвета с золотыми узорами. К сожалению, этот памятник, обнаруженный еще в 1920-х годах, ныне утрачен. Медресе
проработала около столетия, а затем, как выяснили археологи, около 1423 года его здание сильно пострадало от землетрясения и, похоже, с тех пор больше не восстанавливалось. Впоследствии у его стен возникло кладбище, а затем у северной стороны опустевшего медресе была пристроена мечеть узбеков. И я не оговорился, мечеть действительно появилась здесь позже, даже несмотря на то, что дата на ней почти на 20 лет старше, чем дата на медресе. Дело в том, что археологическими и реставрационными исследованиями сделано удивительное открытие. Мечеть Узбек-хана стоит не на своем первоначальном месте. Специалистами доказано, что ее резной портал, колонны, михраб и прочие детали были в прошлом разобраны и перенесены сюда с какого-то другого участка. Это случилось на рубеже 15 и 16 столетий, по-видимому, уже при Менгли-Герай-хане. Что же заставило крымского хана перенести с места целую мечеть? Был ли это обвал грунта, затопление, землетрясение или что-нибудь еще? Неизвестно. Более того, пока что является полнейшей загадкой и то, где же первоначально стояла эта постройка. Древняя мечеть все еще хранит много тайн. Но, так или иначе, правители Крымского ханства бережно сохранили для народа наследие своих ордынских предшественников. И сооружение хана Узбека еще несколько столетий прослужило главной городской мечетью. Судьба здания в советское время оказалась непростой. С одной стороны, в 1921 году мечеть закрыли для верующих, и она постепенно разрушалась и приходила в упадок. Но, с другой стороны, в 1980-х годах на ней была начата профессиональная реставрация. Это позволило впоследствии вернуть мечети ее первоначальное предназначение, и после возвращения на родину крымско-татарского народа верующие снова собираются здесь на молитву, как и многие века назад. В Крыму сохранилось очень мало построек золотоордынской эпохи. Их все можно буквально пересчитать по пальцам. Тем ценнее должны быть для всех нас старокрымские памятники седой древности. И 700-летний юбилей мечети Узбека – это хороший повод задуматься о том, как сохранить это наследие столетий и как передать его в целости будущим поколениям жителей Крыма.